Разрушенные конструкции стен, кровли и фундамента. Вот такая картина наблюдается в доме 69. Несмотря на то, что такие условия представляют угрозу жизни и здоровью, жители продолжают здесь оставаться. А все потому, что людям некуда идти. Отвалившиеся потолки, трещины на стенах, неприятный запах, сырость. И это далеко не весь список проблем жильцов. В доме 8 квартир. Сейчас здесь проживают 6 семей. 7-я съехала, а жительница из 8-й квартиры скончалась, не дождавшись обещанной новой квартиры. Тут мокро. Фатима Чиниева со своей семьей проживает в этом доме с 2006 года. В одной квартире ютятся 8 человек. Супруги, 5 детей и больная тетя. Женщина не раз проводила здесь косметический ремонт, стараясь как-то придать презентабельный вид жилью. Только все тщетно. И вот на Мархаже вроде делала ремонт. Обвалился потолок, как вы видите. Старые проводки. Часто бывает замыкание. Несколько раз был пожар даже у нас от этого. Муж сам менял. Вот сколько раз мы звонили, никто не выезжал. Звонили. Вот с кухни тоже упал потолок. Дом признали аварийным еще в 2015 году, а жителей решено было переселить в другой дом. До сих пор вместо новых апартаментов только обещания, куда только не обращались жители. На этот раз чаяние выслушали в Ингушском штабе Общероссийского народного фронта. У нас, к сожалению, есть 3 обращения в Народном фронте, 3 обращения по разным адресатам. Что волнует жителей? Жителей именно вот этих аварийных домов. Их волнует качество, их волнует отсутствие документации. И сегодняшний наш адресат – это жители не переселены с 2015 года. То есть дом признан аварийным в 2015 году, но по сегодняшний день, год 19, а люди здесь еще и живут. И насколько это опасно для жизни, вы сами видели. Находиться здесь опасно. Свидетельствует об этом и шрам на лбу маленькой Рабии, благодаря которому память об аварийном доме останется надолго. Девочка спала, когда обвалившийся кусок с потолка упал на нее посреди ночи. Пришлось даже швы накладывать. Шрам. И это был не один раз, несколько раз было на детей. Соседка моя сломала руку, на нее тоже упал потолок ночью, кажется, когда она сидела. В декабре 2017 года в результате небольшого землетрясения состояние жилого дома еще больше ухудшилось. Тогда ситуацию оценили работники администрации и МЧС. Жители боялись вновь переступить порог своих квартир, но пришлось. Трещины на потолках жители заполняют всем, что под руку попадется – тряпками, губками, монтажной пеной и другими подручными средствами. Признаются, после землетрясения не обязательно было наведываться в гости к соседям. Слышать и видеть друг друга могли через огромные трещины на стенах и потолках. В этом доме не только проваливается потолок и обваливаются полы, но и не закрываются двери и окна, потому что дом уже осел. Жители из этой квартиры съехали. Если кто уже успел задаться вопросом, как оказалась наша съемочная группа в чужой пустой квартире, то ответ очевиден. По той же причине двери не закрываются. Запах канализации и сырость – еще одна проблема жильцов, которую не могут решить. И без того ужасное аварийное состояние дома усугубили канализационные стоки в подвале. В результате дом оседает с каждым днем. А началось все с капремонта в 2012 году, во время которого повредили канализационные трубы. Под домом стоит 1,20 м жижи. Мы несколько раз мерили. С этой стороны, с подъезда, опять нам ставили счетчик водяной. Оттуда потекает, так как старые трубы. Они никак вот сломали, сделали что-то там, но счетчик поставили. Дело в том, что вот счетчик стоит. Потекает вода. Там тоже стоит несколько, кажется, 40 сантиметров вода. Жижа тоже образовалась. Постановлением правительства дом включен в программу переселения из аварийного жилья в 2016 году. А в 2017 году администрация предложила жильцам переселиться в съемное жилье, пока им не предоставят собственное. Они отказались, объясняют, достаточно настрадались и не хотим идти снова на риск, не зная точно, возместят нам арендную плату или нет. Раз попали в программу переселения еще 3 года назад, значит, имеют право на новое собственное жилье. Местные власти же заявляют, что держат этот вопрос на постоянном контроле. Заказчиком и ответственным в данном направлении переселения граждан является у нас Минстрой Республики Ингушетия. Сейчас, в этом году, разработана новая программа по переселению, адресному переселению с аварийного жилья. То есть по городу Сунжу у нас, если по переселению, по той программе у нас было несколько многоквартирных домов, то есть в этом году по адресной программе, уже новой программе, переселение у нас идет только вот этот 69-й дом.
Определить сроки строительства нового жилья должны в региональном Минстрое. Согласно новой программе переселения из аварийных домов, Минстрой выкупает квартиры и передает на баланс администрации города. Сейчас будут проводиться аукционные мероприятия. На какой стадии этот вопрос и какое жилье уже присмотрели? Народные фронтовики поинтересовались на месте, связавшись по телефону с заместителем министра строительства региона с Мусой Арабхановым. В этом году до Нового года 69 в первую очередь будет переселен. А адресный какой-то объект застройки там, мы бы хотели выехать посмотреть. Аукционы, что у вас? Угурчиевский дом 3. Угурчиевский дом. Ага. Да, вот туда они переедут, 100% гарантия. До конца этого года. Да, до конца этого года. Жители готовы ждать до конца года. До этого времени решили не съезжать, несмотря на то, что оставаться здесь большой риск. Но проблемы в жилищном фонде города Сунжи не ограничиваются домом 69 на Девченко. К ОНФ обратились и жильцы второго дома улицы Харланова. Эта детская площадка была благоустроена в 2017 году в рамках федерального проекта благоустройства городской среды. Здесь нет ударопоглощающего покрытия, специального ограждения. Площадка заросла травой, а бордюр быстро осыпался. Мы очень надеемся на то, что эти замечания будут устранены, так как подрядчик несет ответственность. Гарантийный срок у него 3 года. То есть еще год у него в запасе. Здесь есть замечания с нашей стороны. Мы их озвучили сегодня и надеемся на то, что они будут устранены. Еще одна проблема, которую предстоит решить администрации города – выгребная яма. Ее выкопали в прошлом году. Канализационная линия не работает больше года, и все стоки скапливаются в подвалах. Квартиры на первых этажах находятся вот в таком состоянии. Невыносимый запах, сырость, от которой портится вся мебель и стены дома. Я уже 4 года живу в этой квартире. Моя квартира вот в таком виде, как вы видите. Я соскоблила стены, думала, высохнет, хотя бы я их замажу, сделаю ремонт. У меня ничего не получается. С каждым годом оно сыреет, как видите. Я поднимаю линолеум, под линолеумом вся вода стоит, вот он. Я ничего не могу с этим поделать. У меня маленькие дети. Семья Закеевых живет в двухкомнатной квартире. 2 детей и супруги вынуждены ютиться в одной комнате, так как во второй невозможно жить. Маленькая дочь болеет эпилепсией. Халимат признается, что рада бы продать квартиру и переехать, но кто ее купит в таком состоянии? Местные администрации заявляют, эту проблему должны решить сами жители, создать ТСЖ и нанять управляющую компанию, которая закроет вопрос канализации. Но сейчас нет управляющей компании, дом оседает, новые трещины, окна не закрываются. А собрать на ремонт средства согласны не все жильцы. В 2018 году на этой же территории была проведена такая работа. Здесь выгребная яма 2018 годом идет. Но, к сожалению, на сегодняшний день она не работает. Сегодня администрация обещает проверить и тоже устранить все эти недостатки. Словом, и здесь такая же картина, как и в аварийном доме на Демченко. И этим проблемам не 1 год. Представители госструктур ссылаются на изменение программ, на оформление различной документации, ТСЖ, управляющие компании, на непредвиденные обстоятельства, отсутствие бюджета и изменение сроков. Но в конечном итоге страдают жильцы. Диана Дударова, Рахман Суров, Новости 24.